Привет, друзья! Сегодня едем в Сичево, чтобы уже наконец дойти до вершины Плеж. Сегодня наша третья попытка. Немного покажу, как выглядят эти места в другие месяца. В первый раз 2 года назад, в июне, мы пытались покорить вершину в лоб. В приложении показывался трек, но мы уперлись в огромные валуны и непролазные деревья. Во второй раз 6 апреля прошлого года нам не хватило времени пройти буквально 1,5 километра. Сегодня 23 марта, и уже через 2 недели будут зеленые склоны и цветущая сирень. Так что вдохновляйтесь и в путь. Оставляем машину на парковке в Сичево. Тут нас уже ждут водичи из местного планинарского клуба, готовые служить верой и правдой на всем пути до вершины. Ребята молодые, активные, инициативные. Сегодня обещают плюс 13, пасмурную погоду, небольшую вероятность дождя. По пути любуемся первыми цветами. Айдар нашел жука-медляка, который на все 100% соответствует своему имени. Через некоторое время мы впервые выходим на лошадок. Чего вы нам малину портите? Тихо. Но наши смелые защитники спасают нас от ужасных чудовищ. И мы, раздосадованные неудачей, идем дальше. Тропа очень красивая, можно любоваться видами. Знаете, бывает такое, что ты практически до самой вершины идешь под деревьями, не понимая, что вокруг. Например, на Сувопланине тропа на вершину Дивногорица. Здесь же мы видим нашу цель, потом будем идти по гребню, где открываются невероятные просторы. Когда мы поднялись примерно на 1000 метров, пошли целые поляны необыкновенных цветов. Посмотрите, цветок кандык, прям как морская звезда. А это сон-трава, но правильное название – прострел горный. Именно эти места богаты сон-травой, и скоро весь гребень покроется фиолетовыми мохнатыми цветами. Они сейчас только вылезают. Похоже, этот год холоднее прошлого. Лишь туда, мимо не сверните. И вот мы снова увидели лошадок и бегом рванули за ними. Но наши помощники снова сделали свое доброе дело. Тогда решили, что все вернутся на тропу, а я одна попробую подойти к лошадкам. Вот иду, уговариваю. Лошадушки, не уходите. У меня вкусная, ароматная морковка есть. О чудо! Одна лошадка решилась подойти. Хорошо, молодец. Красивая.
бояться. Эй, эй, эй! Эй! Эх, ну что вы какие, ну! Снова наши водичи. Ребята, думаю, вы примете правильное решение там, в самом начале пути. Ну, если захотите покормить лошадок. Пингвин. Естественно. А нам осталось совсем чуть-чуть. Буквально немного постояли и насквозь промерзли в обратный путь. Наши водичи без задних ног. Чуть не проворонили наш уход. В самом Сичево есть отличная обзорная, туда можно также заглянуть, а мы пропустим. Я уже делала про нее видео, мы там жарили блинчики. Я оставлю ссылку. Накормили наших смелых водичей сосисками. Мне даже казалось, что они очень тяжело шли в самом конце. А у нас другое дело в Сичево, ведь Сичево славится своим вином, поэтому забежим в подрум. Мы, когда бываем здесь, всегда берем нашу любимую тамьянику. Виноград очень ароматный, сладкий, имеет уникальный вкус, происходит от слова тамьян – ладан. Вино тоже обладает уникальным ароматом. В магазине тамьяника одно из дорогих вин. В подруме мы берем за 500 динар литр. Качество отличное, ссылка на подрум под видео. Итак, считаю, что прогулка удалась. Погода хоть и хмурилась, была вполне удачной. Лошадку и ослика покормили, до вершины дошли, вином запаслись. Спасибо за просмотр. Видимся. Чао!